Говорят, что зачатки будущей профессии закладываются в детстве. Нередко увлечение подростков в последующем становится их ремеслом. В этом отношении важно найти свое предназначение, которое плюс ко всему будет приносить и моральное удовлетворение. Не зря мудрый Конфуций сказал: «Найди себе занятие по душе, и ты не будешь работать ни дня». Именно оно заставляет людей создавать невероятно гениальные вещи. Первые шаги в техническом творчестве разные. Одни сделали игрушку или научились пилить лобзиком, другие нарисовали чертеж и затем победили в соревнованиях, запустив свой первый самолет. Третьи сумели придумать оригинальную машину для спасения людей или новый космический транспорт. Существующие на базе станции юных техников направления и кружки часто помогают ребятам не только при поступлении в учебное заведение, но и ориентируют на будущую профессию. В этом учебном году для развития технического творчества школьников отдел образования совместно со средними учебными заведениями открывает новое объединение по профессиональному обучению. Это профориентационная работа, во-первых. Привлекаем наших детей сразу профессии. Далее преемственность, получение профессии и вообще деятельности или в росте человека. И сегодня должна быть связь школа, это через дополнительное образование, колледж, институт и, возможно, дальше научная работа должна вестись в комплексе. И вот сегодня, поэтому мы это решение приняли. У нас есть вся база. Наши колледжи сумели это выиграть своим трудом, своим творчеством, выиграли гранты в республике. Например, колледж строительства сервиса выиграл 12 миллионов. Вот мы видели сегодня оборудование. А многопрофильный колледж выиграл на 14 миллионов. Вот эти все оборудование куплено вот на эти деньги. Они есть. Вот учебный процесс студенты занимаются, а после обеда они же пустуют. Вот поэтому мы решили эффективно заняться. И директора колледжей нас с удовольствием поддержали. Сегодня это только начало. Его надо продолжать, надо вести. И наши дети с малого возраста должны быть, знать, и влюбленными должны быть именно это и любовь к городу, и любовь к профессии, и любовь, и, наверное, уважение труда горняков. Вот все это в комплексе. На базе Сибайского многопрофильного профессионального колледжа начали работать такие кружки, как геология и художественная обработка камня, ювелирное дело, юный веб-дизайнер, автомеханик и юный токарь. Ну а в стенах Сибайского колледжа строительства и сервиса школьники могут записаться на секции юного сварщика и повара, умелые руки, текстильная кукла. Под руководством преподавателей колледжей ребята оттачивают свое мастерство в умении шить, строгать, паять, выпиливать, конструировать и учатся отстаивать свои убеждения, находить аргументы и доводить начатое дело до конца. Все кружки работают бесплатно. Набор желающих продолжается до сих пор. По словам руководителей учебных заведений, в будущем планируется открыть подобные курсы и для взрослых, но они, в отличие от подростковых, будут платными. Елена Афанасьева, Гульхамитова, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.